12:00 – памятник борцам революции. Собираются люди, которые возмущены тем, что произошло в воскресенье у Вечного огня. Бить женщин и ограничивать право граждан на мирные собрания нельзя, считают они. Каждый раз, если они будут нарушать закон, да, Конституцию республики, они так и будут получать от своих граждан такие акции. Да, это для них это подарок каждый раз будет такой. Извините, а кто? 8 марта у Вечного огня на столичных феминистов, которые готовились к мирному маршу против насилия в отношении женщин, напали неизвестные люди в масках и колпаках. Некоторых девушек избили. Милиция вместо того, чтобы остановить провокаторов, действовала с ними заодно. К всеобщему удивлению, стражи порядка задержали пострадавших, а нападавших не замечали в упор. Начали избивать девушек только что. Вот они убежали вон туда. Снимите колпаки, потому что вы не патриоты. Милиционеры абсолютно никак не реагировали на происходящее. Сегодняшний митинг – это реакция на избиение девушек и произвол милиции. Почему я пришел на этот митинг? Потому что я против насилия, против любого насилия, в любой форме. Тем более против женщин. Что бы ни было, какие мотивации бы не были у тех, кто поступил так 8 марта, я считаю, что этому оправдания нету. Ни в коем случае себя мужчина по отношению к женщине, нормальный мужчина, так вести не должен. Потому что мы не можем стоять в стороне, когда творится несправедливость, когда наших девушек избивают, нападают на них вероломно вот так. А в масках мы, потому что вспышка коронавируса, вот, чтобы не заразиться просто. У нас розовые, потому что больше других не было, такие купили. Никаких нудных речей, модераторы акции не дали слова никому. Самые главные лозунги – наказать милицию и перестать ограничивать конституционное право граждан на мирные собрания. Привлечение к ответственности руководства и сотрудников Свердловского РОВД за бездействие в отношении провокаторов и незаконное задержание мирных граждан. Второе. Собрать правительство Кыргызской республики экстренное заседание и провести независимое расследование по фактам нарушения гражданских прав по маршу 8 марта и других нарушений по ограничению права на мирные собрания. Кроме того, к исполнительной власти выдвигается ряд требований. Обеспечение свободы мирных собраний в рамках Конституции Кыргызской республики. После волны возмущений в адрес стражей порядка они сменили тактику. В этот раз вели себя максимально корректно. Начальник Первомайского РУВД удивил собравшихся знанием основ Конституции. Сотрудники милиции не имеют права, как и все граждане, нарушать закон. В законе указано, каждый гражданин Казахстана имеет право на волеизлияние. Провокации не будет. Вы даете гарантируете? Я гарантирую. То есть, как в прошлый раз, точно не будет? Ну, вы знаете, я не знаю, что было в прошлый раз, я за этот район не отвечаю. Я отвечаю за Первомайский район, я начальник милиции. Поэтому я вам гарантирую, пройдет мирный митинг спокойно, без происшествий. Разгонять никого не будете? Не собираемся. Не успели модераторы начать акцию, как на площади появились провокаторы. Агрессивно настроенные женщины попытались пробиться к громкоговорителю. Участники акции освистали их. Биз эртең келинди болобуз, неберелерибиз өсөт. Ошол келиндерибиз чай куйбайм сага, кир жубайм, сен менен менин укугум бир деп турган бизге жакпайт. Милиция отреагировала молниеносно. Провокаторам не удалось сорвать акцию. Их уговорили отойти в сторону и не мешать проводить митинг. Женщин этих вычислили сразу же. Их видели 8 марта у Вечного огня. Они указывали милиционерам, кого задерживать, а парням в масках и колпаках, кого бить. Ее фотографии еще 2 женщин были в числе тех, кого обвиняли, да, что они указывали этим парням в колпаках, кого арестовывать, кого задерживать. И активистки выкладывали ее фотографии со словами, что вот самое обидное, это когда именно женщины не поддерживают борьбы против насилия. Это не было маршем ЛГБТ, это был марш против насилия в отношении женщин. Вы видели плакаты, которые они держали? Они не были в связи с ориентацией. Это были плакаты, которые говорили о том,
сколько преступлений, а именно 5 преступлений за 2 месяца произошло, что мужики убивают жен своих. И больше всего в Бишкеке. Поддержала акцию против насилия над женщинами экс-президент Роза Отунбаева. Она раскритиковала действия свердловских милиционеров и потребовала отставки министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Я считаю, что министр внутренних дел должен уйти в отставку. Такие люди сами уходят в отставку, когда вся мировая пресса вот так вот вышла с передовицами о Кыргызстане. Еще раз хочу сказать, мы столько делали, десятилетия, для того, чтобы демократический имидж страны создать, удерживать. И вот так вот можно в один день выплеснуть из ведра все, что сделано. Я думаю, что ни страна, ни народ этого не позволят. Для нас репутация страны, у нас только есть вот это одно достояние, демократический имидж. И что, сейчас мы позволим кому-то ноги вытирать об этом? Нет, не позволим. Митинг закончился, участников акции призвали разойтись. В это время на площади перед памятником борцам революции появились кыргызчорошники и рэпер Татаулан. Они вели себя достаточно корректно. Участников акции и женщин бить не стали. Егер жанагыдай лозунгтарды алып чыкканда мен маскасы жок келип туруп жулуп ургутамагачы жооп берем мыйзам алдында мен даярмын ошого. Андай чакырыктарды таштабагыла экинчи көрбөйлү. Мен атайын бүгүн текшергени келдим. Эгер ошондой чакырууларды көрсөм тарынбасын да. Мына мыйзам алдында расмий айтып жатам, мен жооп берем. Биз кыргыз ибак эле аял заттын укугун коргоп келгенбиз. Азыр да коргойбуз. В этот раз на площади было много мужчин, которые поддержали женщин, так что напасть на них провокаторы не рискнули. Можно ведь и в ответ получить.